Добрый день, дорогие друзья. Меня зовут Максим Эверстов. В студии передача «Эрудит» на канале Якутия-24. И если вы задумывались о том, кто же такой эрудит, то сегодня мы узнаем, как это проверить. Насколько хорошо человек помнит школьную программу, насколько хорошо он запоминает прочитанное, изученное, услышанное. Все это благодаря нашим сегодняшним вопросам и нашим сегодняшним участникам. У нас в студии сегодня два ученика школ. Это Кюней Заблоцкая, которая представляет городскую классическую гимназию. Добрый день. И Артур Бармоткин, который представляет школу номер 5. Здравствуйте. Ребята, давайте сейчас узнаем, что вы хорошо в школе изучаете, какой у вас любимый предмет, какое у вас хобби. Для этого я спрошу у вас, начнем с Кюней, чем ты занимаешься на досуге? Я увлекаюсь рисованием, пеку торты. Торты я пеку на заказ. У меня там свой же бизнес почти. Еще я увлекаюсь музыкой тоже. Фортепиано, у меня был хор, у меня был вокал и синтезатор. Мастер на все руки. Мастер на все руки. А сейчас больше ты сконцентрирован на чем? Видишь себя больше в музыке или все-таки тортики? Тортик. Хорошо. Артур, скажи мне, чем ты занимаешься в свободное время от учебы? Я играю в оркестре народных инструментов Дворца детского творчества. На каком инструменте? На басовых инструментах. На любых басовых? То Да. есть тебе можно дать гитару, балалайку, какой-то огромный бас, ты все равно на них Да. играешь. Профессионал. Но ты видишь в будущем себя музыкантом? Или так же, как и Кюней, бросишься и схватишься сразу за все? Ну, скорее музыкантом. Музыкантом. На сцене ты хочешь быть попсовым известным или в узких кругах среди специалистов? Даже не знаю. Чтобы девушки тебе на концертах кидали свои телефоны, что-нибудь еще? Нет? Нет. Нет? Хорошо. Ладно. Есть ли у вас любимые предметы? Кюней? У меня любимый предмет это химия и физика. Ничего себе. Артур? А мои любимые предметы – это физика и математика. Значит, у нас сегодня такие с математическим уклоном гости, наши соперники. Но я думаю, что если выиграет Кюней, может быть, потом мы с Артуром поедим вкусный торт. Да? А если выиграет Артур, может быть, он пригласит нас к себе на концерт, где мы послушаем, как он играет. Да? Да. Отлично. В любом случае, я в плюсе, ребята. Я не проиграю, даже кто бы из вас не победил. Но я должен объяснить правила и назвать наших спонсоров, прежде чем мы бы кинулись в этот водоворот разных вопросов, которые мне самому очень даже интересны. Тот из вас, кто победит, проходит следующий тур, и там в полуфинал, а затем в финал, и сразятся самые сильные, самые эрудированные ученики школ города Якутска. А для того, чтобы у них был стимул, у нас есть, конечно же, призы. Два спонсора их предоставили. Во-первых, большой приз нам предоставила компания Ростелеком. Это годовая подписка на Ростелеком лицей для победителя. Я думаю, контента там будет очень много для умного человека. А также Северо-Восточный федеральный университет имени Максима Кирилловича Амосова добавляет сюда второй подарок. Это квота на обучение по дополнительному образованию на выбор победителя. То есть вы в минусе точно не окажетесь, и Ура. если вы чем-то увлекаетесь, я думаю, что и на Ростелеком лицей что-то для себя найдете, ну и для поступления пригодится вот такой вот классный приз. Что касается правил, у нас есть звоночки, они прямо перед вами, давайте мы их проверим. Отлично. Я задаю вопрос, если вы готовы ответить, вы стучите по звоночку достаточно сильно, но не настолько, чтобы пробить насквозь нашу трибуну, и отвечаете. Если вы отвечаете неверно, ход переходит к другому участнику, и он может ответить, если у него есть ответ. Если нет, то нет. Правила понятны? Да. Да. Вопросы будут из разных категорий знаний. Если вы один раз неправильно ответили, вы больше на этот вопрос не отвечаете, чтобы там по 2-3 раза не пробовать разные варианты. И категории у нас будут как школьные, так и немножечко за их пределами. Надеюсь, вам будет очень интересно. А мы начинаем. Для начала мы разомнемся и послушаем, насколько наши ребята эрудированы не по школьным знаниям, а жизненно, по опыту, потому что у нас здесь есть где-то пословицы, поговорки, какие-то логические загадки, чуть ли не детские. Какая самая длинная река в мире? Нил. Верно. Кто нарисовал Мону Лизу? Леонардо да Винчи. Да. Самая крупнейшая технологическая компания в Южной Корее, которая делает телефоны, соперничающие с айфонами, например. Xiaomi? Нет. Нет.
Большая, она делает... Нельзя, ладно. нельзя больше. Она делает и телевизоры, и радио, и рации, но известные телефоны в том числе делает. Давай, давай, Артур. Так. Это же все сразу понятно. Догадалась Кине после того, как поторопилась. Давайте, 3, 2, 1. Нет? Samsung. Блин. Да. Какой химический символ у воды? Как его правильно? H2O. H2O, правильно. Какой орган в человеческом теле самый большой, самый длинный? Кожа. Да. Сколько дней в високосном году? 366. Верно. Как называется дом, сделанный полностью изо льда? Иглу. Верно. Столица Португалии? Вот на эту букву. Как это что за слово? Я показываю им любовь. Что я им показываю? Типа, нет, не без понятия. Хорошо. Лиссабон. Теперь вы знаете, если будете в Португалии, надо жить где-то где-нибудь в Лиссабоне. Вот. Сколько вдохов делает человеческое тело ежедневно? Примерно. Кто ближе всех, того и засчитаем. 1200, наверное, где-то. Ты поближе будешь. Нет, нет, нет. 2000. Сколько? 2000. 2000. Ладно. Мы засчитаем. 20 тысяч вдохов. 20 тысяч? 20 тысяч Ну, вдохов. блин. Ты можешь как-нибудь попробовать засечь, правда, во Ну сне да. не сработает. Ура. Какой химический символ у серебра? Ау. Ой. Ну, А? Ал. Аргентум. АЛ нет. Нет. Аргентум, да? АГ. Хорошо. Какова первая строка знаменитого романа «Моби Дик»? Первые 3 слова. Пока что «Моби Дик» вы не читали. Нет. Нет. Зови меня Исмаил. Какая самая маленькая птица в мире? Калибри. Верно. Верно. У нас закончились вопросы на общее знание. Как вы думаете, сложные были? Ну, так, Нет. для разминки. Ну так, средний. Для разминки, да? Артур все основные силы копит для того, чтобы отвечать, видимо, где-то в математических вопросах. Но нас ждут разные категории, и иногда я буду давать вам подсказки, чтобы вы понимали, какие категории. Например, следующая категория у нас звучит так. Подсказка. У Александра Невского было звание хан. Мало кто знает, что это звание ему, ну, понятно, дали в Золотой Орде. Мы привыкли, что он князь, еще там герой, но у него было звание хан. Как вы думаете, какая категория вопросов? История. История. Да. История. У вас есть любимое историческое лицо какое-то? Личность любимая историческая? Цезарь, Наполеон, Петр Первый. Ну, Ну, Петр Первый. Петр Первый. Так, Кюней? Никто, для тебя все в истории одинаковые. Ну да. Что князь Игорь, что Ольга, да? ну, у меня скорее такие СССРовские. Ну, кто? Хрущев, наверное, потому что он прям там в космос. У него... Что в космос? Нет, ну он же, как сказать, упор делал на космос. Развивал страну Да. в этой области, да? Хорошо. Если бы ты сказал, что он летал в космос, я бы здесь упал, и Не-не-не, передача бы нет. закончилась. Потерял бы сознание, как рожденный в СССР человек. Ладно, рубрика «История». Какое изобретение считается первым изобретением человечества? В первую очередь технология. Огниво. Огонь, да, правильно, добыча огня. Гиза, Хуфу. Назовите хотя бы одну еще пирамиду знаменитую. Хеопса? Да, хорошо. Кто был первым человеком, ступившим на Луну? Еще есть такой знаменитый музыкант с похожей Да. фамилией. Не наш, к сожалению, Ну, был, не наш, но ну наш Юрий Гагарин был. кто это был? Да. 3. У Американец. него имя короткое, в 3 буквы. Он еще А американец. фамилия как у музыканта. 3, 2, 1. Нил Армстронг. Нет. В какой стране родилась Жанна Дарк? Знаменитая Жанна Дарк, которую сожгли на костре. Нет? Франция. Идем дальше. В какой стране по-прежнему находится Вавилон? Раньше называлась Месопотамия. Там еще как-то. Вавилон. Вавилонская башня. Рим. Нет? Греция. Нет. Ирак. Ну, ладно. В какой стране, например, вы бы хотели жить, ребята? М, Россия.
Да, растительность. Я предполагаю. Ну ладно, допустим, а в каком государстве или в каком городе вы бы хотели часто бывать, например, на летних каникулах? Вот так вопрос поставлю. Скорее всего, в Петербург. Петербург, да? Ну, еще где? Тоже. Тоже? Были там уже? Да. Отлично. На каникулах ездили? Нет, сами родителями ездили. Сами? Ничего? Я с оркестром. Как вы поняли, у нас ждет категория география. Да. Как у вас по географии, Ну так, Артур? Ну, 4. 4 есть, да. Четверка? Троечка. 4 есть, Троечка. сказала Кюнней. Хорошо, ладно, поехали. Где находится Аравийская пустыня? Ну, в Аравии, наверное. Нет. На каком континенте хотя бы? Где На находится континенте. Аравийская? Африка. Африка, действительно. Самая высокая гора в мире? Эверест. Эверест. Да, Эверест или по-другому Джомолунгма. Группа вьючных животных, перевозящих людей и грузы. Часто через пустыню, например. Верблюды. Группа вьючных животных. Не имя. Яки? Нет, шутка. Нет. Как называется вот это вот? Они идут. Вот они идут длинным. Как говорят? Караван. Караван. Явно слышали это Люблю. слово, да? Да. Отколовшийся от ледника, дрейфующий, опасный ледяной массив с глубоко погруженной подводной частью. Африка. Этот айсберг. Айсберг, да. Хорошо. Африка. И последний вопрос. Сборник географических карт. Вот вы говорили. Атлас. Атлас, да. Спасибо. Я надеюсь, вы будете часто путешествовать и в любую точку атласа, куда ткнете, туда сможете путешествовать. Сколько костей в теле человека? Давайте, кто будет ближе всего? 206. Есть другой вариант? Очень близко. 3, 2, 1. 260. Нет, она была 218, но получается ты была поближе. В какой раковине никто не живет? Эта раковина у нас есть где-то в теле. Ушная раковина. Да, там, я надеюсь, никто там не живет. Ни у вас, ни у меня. Следующий вопрос. Тут нужно их мотать. Почему это называется запястье? За 5 пальцами. 5 пальцев, да. 5 пальцев. Отлично, молодец. Какую клятву дают врачи? Клятва. А вы думаете, какую они дают клятву? Имени кого-то. Какой-то там есть человек. А вы думаете, они клятву дают на крови, стоя где-то в тени свечей, в темноте у На огня? пентаграмме. 4-я буква алфавита дают такую нам клятву они. 3, 2, 1. Никогда не слышали про клятву Гиппократа? Нет. Артур слышал. Она находится внутри нас и работает каждый час. Сердце. Верно. Я вижу, что у вас сегодня работает не только сердце, но и ум. Разные вопросы, разный уровень сложности. Какая категория пока что показалась самой сложной? История. История? Биология. Биология. Ну хорошо, впереди нас ждет еще и спорт, и музыка, и математика. Надеюсь, вы готовы. Да. Эта наука может вам пригодиться, если вы хотите считать деньги, и чтобы у вас их становилось все больше и больше. Что это наука? Математика. 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 Поехали. Чему равна четверть часа? 45 минутам. Четверть часа, нет. 25. Нет! 20. Все, я не знаю, где вы будете хранить деньги. Ну, блин. И как вы будете хранить 15 минут. 15 минут. Так, вопрос следующий. Утверждение, требующее доказательства. Теорема. Отлично. Отрезок, соединяющий две точки окружности. Диаметр. Нет, две точки окружности. На одну из последних букв алфавита, там очень далеко это было. Хорда. Да, отлично. Что переводится с древнегреческого как натянутая тетива? Вы явно это слышите, говорят, сумма квадратов катетов равна чему? Гипотенуза. Да, отлично. Сумма углов треугольника? 180. Да. Отлично. Мы прошли математику, и я думаю, что ребята сделают выводы, как подтянуть математику, чтобы больше хранить денег, чтобы они у нас были, чтобы знания пригодились, потому что гипотенуза, например, мне в жизни ни разу не пригодилась. А Ура. может быть, если бы я лучше учился и знал, что такое гипотенуза, я был бы сейчас миллионером, хотя бы рублевым. Так.
А далее у нас категория, я думаю, в которой разбираются и Кюней, и Артур. Потому что, насколько я помню, Кюней отдала этой категории 7 лет, а Артур более 5 лет. Что это за категория? Музыка. Музыка. Сильны в музыке? Да. А теоретически? Да, Тоже. у меня Хорошо. сольфеджио 5. Сейчас мы об этом узнаем. Поехали. Что из музыкальных инструментов здесь лишнее? Баян, балалайка или гитара? Баян. Верно. Какая нота идет после ре? Ми. Отлично. Музыкальный инструмент, у которого есть струны и педаль? Фортепиано. Ну, нет. Гитара. Нет. Рояль. Рояль. Ну. Да. Э, Отлично. Главное музыкальное произведение страны. Очень патриотическое. Гимн. Верно. Какое количество струн имеет балалайка? 3. Я не сомневался, что ты ответишь. И последнее. Какое животное, судя по шуточной песне, ненавидит весь дом? Черный кот. Да, говорят, не Я её учу. повезет. Отлично. Если- У нас есть пройденный этап по музыке. Сложный? Нет. Ну, вы все ответили. Если бы, Артур, ты не ответил на балалайку, я бы схватил тебя за руку и сказал, выходим из студии. Все, верните ему эти 5 лет, 5 лет и 1 день. Хорошо. Далее у нас еще одна категория. Это спорт. Вы к спорту как относитесь? Я очень спортивный. Да? Я Чем нет. занимаешься ты в спортивной среде? Ну, я хожу на плавание. На плавание? То есть в свободное от музыки время ты ходишь на плавание? Да. Много лет занимаешься этим? В каком стиле плаваешь? Ну, Кроль, почти с рождения. баттерфляй? Почти с рождения плаваешь? Всеми возможными. Пробовал плыть с гитарой? Ну, я думаю, это Нет. опасный трюк, да, это может Да. быть через пару лет. Кюней? Ну, нет, я скорее... Просто ходишь смотреть, как Артур плавает. Да, просто смотрю, как... Отлично, да. Вот они и пришли вдвоем, и мы думаем, что они соперники, на самом деле у них общий бюджет. Математику знают плохо, но зато любят музыку. Ты. Какой вид спорта совмещает в себе лыжную гонку и стрельбу из винтовки? На лыжах, а потом стреляют из винтовки. Как называется? Ну-ка, ну-ка, ну-ка. На вторую букву алфавита. 3, 2, 1. Не знаю. Биатлон. Биатлон? Да, да. Сколько попыток дается спортсмену для прыжка в высоту с разбега на каждом новом уровне планки? 3. 3, верно. Перечислите виды плавания. Какие есть способы плавания? 3. Их всего. Кролем, баттерфляй и лягушей. Нет. Э, Сбился. Кроль, баттерфляй и одну он перепутал. У Кюней есть шанс? Кроль, баттерфляй, кросс, или как там? Рядом, но нет. Кролик, баттерфляй и брас. А, брас. Самый тяжелый мяч в какой спортивной игре? Так. Баскетбол. Баскетбол, верно. Реабилитировался Артур за брас. Пловец, ты точно пловец. Как называют бегуна на короткие дистанции? Вот у нас есть марафонец, он далеко бежит и долго, а на короткие? Нет. 3, 2, 1. Первую букву. Спринтер. Нет. Спринтер. Последний вопрос. Передача мяча в спортивных играх. Пас. Верно. Вот мы узнали, как наши музыканты и кулинары относятся к спорту. Я думаю, что те, кто вместе с Артуром ходит на плавание, ему не простят то, что он не вспомнил брас. Артур, почаще оглядывайся там в бассейне, когда будешь надевать шапочку. А далее нас ждет кот в мешке. Обратите внимание на экран, и мы узнаем наш вопрос. Всем привет, меня зовут Борисова Юлия, я родом из Якутска, и на данный момент я студентка первого курса филологического факультета в Томском государственном университете. И вот мой вопрос. Где происходят события в романе Александра Сергеевича Пушкина «Дубровский»? Я думаю, здесь нужно назвать 2 места, чтобы я засчитал. Кустеневка? Ну, рядом Кистеневка. Кистеневка. 2. А 2?
Троякова? Ну, нет, сказать нет. Ну, мы засчитаем, да, да. Трояковка или как? Да, мы засчитаем. Это было очень рядом. А Артур в литературе, видимо, не силен. Да? Сколько по литературе? У тебя какая оценка? Ну, так, на 4. Проплываешь мимо немножечко литературы, скажем так. Любимая книга есть? Нет. Нет. Не удивлен. Кюней. Ну, у меня в этой четверти 5. А какая любимая книга? Любимая книга? Любая. нет Вообще такой. любая художественная любимая книга. Вообще энциклопедии только. Энциклопедии? Из книг. Хорошо. Как-нибудь надо мне ребятам свою книгу подарить, может быть, они к фэнтези приобщатся. Итак, наша передача подходит к концу, и я уже знаю, кто же победитель, кто же смог доказать, что он эрудит, и обойти своего интеллектуального соперника. Прежде чем мы огласим это, хотелось бы подарить прекрасные книжки «Сказки о солнце». Я думаю, они каждому человеку понравятся. Тем более наши сегодняшние гости, они больше делают ставку на музыку, на спорт, на тортики, но не на литературу. И может быть именно с этих книг начнется их сегодняшний путь в литературу. Может быть такой, Артур? Пожалуйста. Вот, Кюней. Прекрасные книги. Спасибо. Может быть, после них начнете читать и другие книги, и все больше любить этот прекрасный предмет. Итак, а теперь небольшая интрига. У нас из двух участников сегодня с некоторым отрывом вперед вырывается Кюней. Ура! Поздравляю, Кюней, пожмите друг другу руки. Это была сильная борьба. На некоторых поворотах Артур, конечно же, своим плавником загребал и обгонял, но Кюней все стремилась вперед, как и любой кулинар. Как и любой кулинар, она знает, что самое главное – это начинка, самое главное – это правильная реклама и, конечно же, показать, как выглядит торт в целом. Мы знаем с вами прекрасно, что наша передача дальше будет все сложнее, потому что полуфинал, а потом финал. Поэтому, Артур, хоть ты и проиграл, но не завидуй Кюней, ей придется сразиться с очень сильными учениками впереди. Кюней, ты готова? Да. Потому что по правилам нашей передачи впереди все более сложное столкновение, полуфинал, финал. И финалисты получают замечательные призы, которые я оглашал от Ростелекома и от Северо-Восточного федерального университета. На сегодня все. Меня зовут Эверстов Максим. Здесь на телеканале Якутия-24 передача «Эрудит». Встретимся через неделю. Читайте книги, любите жизнь.